Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Передача «Успех в трех актах». И я ее ведущая Лаура Хаутова, моя прекрасная соведущая Александра Селезенева. И Добрый день. сегодня у нас в гостях Амур Амирханов, кинорежиссер, продюсер, сценарист, композитор. Это тот случай, когда я могу сказать и швец, и жнец, и на дуде и грец. Человек-оркестр. Да. Здравствуйте. Приветствую вас у Добрый нас день. в студии. Здравствуйте, Лаура, здравствуйте. Да, Амур, тема нашего сегодняшнего эфира — кино — это всегда что-то больше. Мгм. Вот что для вас кино и почему кино стало средством выражения? Именно кино стало средством выражения. Ну, я долго занимался музыкой, до этого у меня была музыкальная группа. Играл по городам и весям там. И мне кажется, естественная эволюция для человека, думающего творческого, это режиссура, кинорежиссура, потому что в кинорежиссуре и в драматургии, в кинодраматургии десятки выражений, десятки инструментов для выражения своих целей, там, для своих задач. Поэтому как бы для меня это было естественно, я всегда об этом думал. И где можно применить и свои музыкальные навыки, и драматургические, и визуальные, и пластика, психологизм отношений и так далее. Поэтому кино — это естественный путь. Ну и как бы, если мне хотелось лет в 40 уже как бы быть на сцене уже немножко, мне хотелось немножко отойти в сторону, понаблюдать из-за кадра за происходящим, быть ее составной частью, как бы, дирижером изнутри. Вот поэтому... Именно кино. Ну, вот скажите, вот вообще это же очень сложно совмещать и быть кинорежиссером, и сценаристом, и Когда, композитором. да, когда ты снимаешь, ну, делаешь первые шаги в кино, тебе приходится быть не только композитором и кинорежиссером, тебе приходится и доски пилить на декорации, и гвозди вколачивать, и знать, во сколько часов подъедут пирожки для съемочной группы, и проходить весь этап кинопроизводства от А до Я. Я вообще не сторонник того, чтобы человек сидел в кресле, там, лениво покрикивал, знаете. Мотор там, да, это не работает. Если ты действительно душой переживаешь за свое кино, то ты в курсе всего. Ты в курсе, что происходит с актерами, ты в курсе, что со съемочной группой, что у тебя с административкой, когда у тебя декорация построится, что у тебя с погодой. Ты должен быть всегда на нерве, держать на пульсе, держать руку, имеется в виду. Тогда ты полностью ответственен за то, что ты делаешь. Но если это твое детище, имеется в виду. Вот поэтому я сторонник только того. А потом уже, конечно, если ты знаешь, если ты все ножками, как говорится, по земле ты проходишь, то ты уже знаешь, из чего состоит твое кино. Вот как бы вот такая цель у меня лично. Я всегда придерживаюсь такого подхода. Если ты что-то делаешь, ты должен вникать до самой глубины и конкретно знать, что происходит вокруг тебя. Тем более ты ответственен за людей, которые с тобой работают. Можно вот еще вот прям немножко дополнения, просто как да. человек, который тоже в киноиндустрии работал Да, долгое время, да. всегда бытует такое, ну, мнение, что там сценарист должен заниматься своим, режиссер своим и так далее, что если ты начинаешь всем одновременно заниматься, что что-то просаживается. Вот Ну, как вы конечно. считаете? Ну, наверное, Всё-таки? когда у тебя много денег, ты можешь позволить себе заниматься чем-то одним. Когда ты, я еще раз говорю, когда ты делаешь, вот это был мой полный метр дебютный. Вот. А до этого там короткий метр, гиковская работа, она завоевала 16 наград российских, международных, да. И я как бы иду таким путем, что, наверное, я достигну такого уровня профессионализма, когда буду заниматься одним делом. Но пока у меня это не получается. Я работаю над этим. Но при этом замечательно получается Спасибо, да. совмещать. Конечно, можно надорваться, Лаура, я еще раз повторяю, можно надорваться, можно что-то важное там упустить, имеется в виду. Ну, по моему мнению, да простят меня все, кто работает в киноиндустрии, в кино очень много лишних людей бывает на самом деле на площадке. Везде, к сожалению, кого-то можно отсечь и не потерять Да, ни качество 50 человек, продукта. которые размешивают тебе кофе, они не нужны, имеется в виду. Поэтому, да, я сам в состоянии себе чай размешать. Поэтому, да. А я бы хотела добавить вот ко всем регалиям, которые Лаура только что перечислила, что, как вот мне показалось всего лишь за 10 минут общения до эфира, что вы, Амур, человек потрясающей глубины. Не знаю. И мне кажется, что вы несете это в своих работах. Вот у вас такой взгляд проницательный, и вы хотите донести не просто картинку, хотя картинка божественная, но мы об этом еще поговорим, Отдельно да? поговорим. Спасибо, Да. спасибо. Это Вот. не только моя, точнее, не совсем моя заслуга нашего оператора и постановщику, да. Вот. Но что касается самого сценария, те темы, которые вы пытаетесь сделать, скажем, не местечковыми, да, вот только в Ингушетии, чтобы посмотрели и все, а вы хотите донести большому количеству людей, чтобы знали, потому что те темы, которые вы затрагиваете, их знают единицы. На самом Ну да, деле. абсолютно. И это тот момент, когда хочется читать, познавать и узнавать больше.
Вот расскажите, давайте мы перейдем все-таки к фильму «Письмо», а то мы Да. ходим вокруг да около. Фильм, опять же, повторюсь, потрясающей глубины, рассказывает про события 1975 года, 72-го. 1972 года. Мгм. Дальше предлагаю вам продолжить, а мы подключимся. Вы мне столько комплиментов сказали, что я немножко растерялся. Да, я считаю, что глубина в человеке, я говорю насчет мужчин, я очень плохо разбираюсь в женщинах, поэтому скажу насчет себя, да. Шутка. Я хочу сказать, что глубина человека зависит от мужчины, когда он держит свое слово. Если он умеет держать свое слово, отвечать за свои слова и отвечать за свои поступки, он всегда человек глубокий. Это во-первых. Во-вторых, о том, что о письме. Событие о том, что это для ингушей там, или еще для кого-то, я показывал одному знаменитому продюсеру российскому сценарий до того, как он еще вышел, до того, как мы начали снимать. И он мне написал, говорит, слушай, Амур, говорит, очень хорошая, интересная история. Но он говорит, ну это говорит, будет интересно только ингушам, там, ну и ближайшим регионам, на Вот Кавказе. то самое продюсерское мнение. Да, да. И Я продюсерское сказал, кино, я которое сказал, мы видим по большей части. большое спасибо, я говорю, я буду в ряду русских классиков, они тоже все на Кавказе начинали, там, да, и Лермонтов, Тургенев, Пушкин, и Толстой, и так далее. Я говорю, для меня это просто приятно будет, если как бы я буду в ряду с классиками. Это раз, а два, я уже давно, как бы, я, конечно, ингуш по роду, по крови, чистокровнейший, вот, но я уже с 94 года, кстати, сегодня день рождения моего института, Высшего театрального имени Щукина. Поздравляем Я вас. поздравляю всех выпускников, поздравляю Щуку, Щукины дети, красавчики. Вот, и я поступил в 94 году в институт, и давно в Ингушетии как бы не живу, я все время работал здесь, в России, в Москве, у меня 2 образования, Щука и ВГИК, как бы здесь московский. Вот это о том, что о местечковости, да, ну, немножко так, о региональности, такой, грубо говоря, сказать. Но я всегда в своих проектах всегда стараюсь смотреть через свою призму, через призму своей ментальности, потому что она мне дает правильное направление, имеется в виду. Она мне немножко очищает мой взгляд, мою суть, мою интуицию от всего наносного. Поэтому я обратился к этой теме, грубо говоря. Вот. По поводу письма. Эта история основана на реальных событиях. Это история о 5 коммунистах, известнейших людях. Один из них герой Великой Реальных людей, Реальные да? люди, да. Один из них герой Великой Отечественной войны, начальник штаба военной разведки, там, Орден Красного Знамени. Он был дважды представлен героем Советского Союза, Жибрил Табич Картоев. Вот. Второй из них Идрис Базоркин, написавший один из главных романов ингушей, который назывался «Из тьмы веков». Вот. И классик, вообще член Союза писателей СССР. Третий там замминистра культуры ЧА СССР. В общем, такие, второй там руководитель района, известнейшие, интеллигентные люди, в честь которых названы на сегодняшний день улицы, библиотеки, музеи Республики Ингушетия, да и не только Республики Ингушетия. Вот. И они в 1972 году написали письмо на имя Леонида Ильича Брежнева в ЦК КПСС, так как они были партийные люди, они были коммунисты, к тому времени они были уже взрослые, пожилые люди. Вот, и они были они были у истоков советской власти, установления советской власти, они были ярыми участниками установления советской власти на Кавказе. Ингуши вообще были авангард советской власти на Кавказе, как бы они шли впереди. Мы спасли Серегу Орджоникидзе. Поэтому они были ярыми коммунистами, абсолютно приверженцы этой идеологии. Они написали письмо на имя Леонида Ильича Брежнева о нарушении ленинской национальной политики на местах. О том, что бывшим депортированным, бывшим врагам народа существуют ограничения по приему на работу, в вузы и так далее, и так далее. Собрали сотни и сотни фактов, которые здесь, там, местечковые власти позволяли себе, грубо говоря, и с этими фактами написали письмо в ЦК КПСС. А местное руководство, как бы, для того, чтобы, как всегда это у нас, и до сих пор это у нас происходит, да, пока до центра дойдет, все очень долго. Вот, поэтому они создавали некие препоны, они пытались перехватить это письмо. И, в общем, вся эта детективная история, которая разворачивалась на протяжении суток, была нами восстановлена прям по крупицам. Единственный живой оставшийся участник этой пятерки, который поехал в Москву с этим письмом, это Ахмед Куштов, заслуженный онколог России, заслуженный врач России, который остался жив. Он был молодой на то время, ему посчастливилось попасть в эту пятерку абсолютно случайно. Не знаю, посчастливилось или нет. Вот, поэтому он попал вместе с ними в эту пятерку, и он, благодаря ему, грубо говоря, это письмо в конечном итоге до Москвы добралось. Там, не буду спойлерить фильм, нужно посмотреть. Вот, поэтому мне показалась интересная эта детективная история. Мне показалось, с одной стороны, это какой-то экшен такой, это какой-то немножко детектив, а с другой стороны, мне показалось, какие глыбы, какие мощные люди, титаны, на самом деле, которые прошли огонь, воду, фронты Великой Отечественной войны, которые были при положении,
которые имели квартиры в центрах, которые в Грозном, там, да, Владикавказ, Орджоникидзе на тот момент, которые хорошо себя прекрасно чувствовали, но почему они это сделали? Что сподвигло их подвергнуть себя такому риску? Потому что после этого, конечно, на них начались гонения, их исключали из партии, их преследовали, там всевозможные очернения в газетах и так далее, и так далее. Они подвергли свою репутацию, свою карьеру огромному риску. Несмотря на это, они, как люди умные и образованные, и имеющие авторитет, имеющие связи и в Москве, и так далее, и так далее. Почему они на это пошли? Я хотел это понять. Но они ведь, наверное, не для себя просили, не только Нет, для себя людей, все-таки. За людей. Нет, вот нет. поэтому Там их подписи стоят только в том смысле, что они люди авторитетные, и они подписываются под каждым фактом, который изложен в этом письме, грубо говоря. Только в этом смысле. Естественно, они для себя ничего не просили. Для меня вообще поколение этих советских людей, этой советской интеллигенции, да, для меня очень интересны такие люди, потому что они действительно переживали за людей, и они действительно боролись за Родину. То есть не на словах. Вот. И поэтому, мне кажется, такие фильмы важны, когда мы должны как бы и лейтмотивом, красной нитью через все это кино идет о том, что Родина у тебя одна, и ты должен за нее бороться. Как бы фильм «Письмо об этом», по моему мнению. Я так его снимал. Ну и опять же, сама тема, она гораздо более масштабная, чем та региональность, о которой мы вначале вроде бы как начали говорить. Это фильм для всей страны. Он показывает огромный период и огромный важнейший пласт нашей истории, о котором, опять же говорю, мало кто знает. Я помню, я когда готовилась к интервью, я начала все это для себя ворошить. И у меня начали всплывать воспоминания о учебнике по истории, вот, и весь период присоединения Кавказа с имперских времен, советская власть, там укладывалась буквально, наверное, в 3-4 параграфа, не больше. Я вот об этих событиях я практически только понаслышке, уже когда начала работать, только понаслышке. А когда сейчас погружаешься в это, но это настолько и трагично, и опять же ты узнаешь имена великих людей. Да. Вот. Это очень ценно, это крайне важно, чтобы увидели как можно больше людей. А вот скажите, вот это ограничение для ингушей, оно действовало с 1957 года по какой? Или раньше, с 1944 года? Ну, во-первых, когда их выслали, их не депортировали, их выслали, потому что формулировка была без права возвращения на родину, высланы навсегда. Это 1944 год? Это 1944 год, 23 февраля. И ингуши, и чеченцы. Вот. И они до 48 года вообще, или до 47 года вообще не имели, до 48 не имели права выходить за территорию поселка спецпоселения. То есть они были все зэки, начиная с рождения, грубо говоря. То есть 3 километра от их спецпоселения, это уже было 25 лет лагерей. Они жили в таких условиях. И это тоже одна из тем этого фильма, о том, что человек рвется домой. У нас очень много современного какого-то кино бывает о том, что все пытаются отсюда убежать. А я снял кино о том, что мы хотим домой вернуться. Дайте нам дома жить. Кстати, очень актуально. Да. Мы хотим... И история это о человеке, который хочет вернуться на свою родину, хочет жить на своей земле. Вот. И эти исторические события, они изложены, наверное, скупо. Но я, так как ингуш, мои родители тоже бывшие ссыльные, я это знаю, да это и любой ингуш и чеченец знает, который живет на этой земле. Вот. В 1957 году, после того, как Хрущев объявил оттепель и развеял культ личности, кстати, улица имени Никиты Сергеевича Хрущева в Ингушетии есть, в Магасе, например, вот, и ингушам и чеченцам позволили возвращаться. И один из этих людей, персонажей моего фильма, Идрис Базоркин, писатель, он еще в 1953 году, после смерти Сталина, написал письмо в Кремль, и ему удалось вырваться как член Союза писателей. Они вместе с Махмудом Исамбаевым работали в театре вот это да. во Фрунзе. Да. Идрис Базоркин, они как были представители интеллигенции, одни из немногих. Вот. И у них были некие послабления, они работали во Фрунзенском, в Киргизии, в театре. Вот. И ему удалось в 1953 году с этим письмом попасть в сам Кремль. Потому что он требовал возвращения ингушей и чеченцев, Идрис Базоркин в составе делегации там, ингушей и чеченцев. В общем, мы всегда добивались возвращения на родину, потому что для нас, для ингушей, для чеченцев, вообще для кавказцев, имеется в виду, да и вообще для любого человека, мне кажется, свои корни и земля, это должно быть, это самое главное, то, что есть кладбище твоих предков, твоя земля, твоя родовая башня, это все, что у нас есть. Это должно быть не только там, у ингушей, у чеченцев, это должно быть у любого человека, населяющего нашу страну, по моему мнению. Вот. Поэтому их задача была вернуться на родину. Об этом и речь.
Амур, а А? вот мы с Сашей, нам все-таки удалось посмотреть трейлер фильма, Мгм. и хочется отметить, что картинка просто шикарная, и от самого Спасибо. трейлера прям мелкая дрожь. Скажи, когда нам удастся увидеть это на больших экранах? Ну вот сейчас мы, во-первых, кино снято при поддержке Министерства культуры России. Я хочу сказать о том, что я не знаю, что было до того, как я попал в Министерство культуры России, разные отзывы были, но я лично столкнулся с шикарнейшей командой молодых профессионалов, которые работают в Министерстве культуры России, которые понимают, что такое кино, понимают, как оно делается, и всячески идут тебе навстречу, если ты автор молодой. Потому что, когда я вышел на сцену, после того, как министр культуры Ольга Борисовна Любимова выступала, я первый вышел на сцену, защищал свой проект, вообще никому неизвестный, для них там такие мастодонты сидят, как бы такие крутые ребята. И вот я с первым своим дебютным фильмом, и мне так хлопали, и 120 киноэкспертов страны. Питчинг это очень Да, сложно. Я да, сама да. А кто участвовала, был поэтому среди я знаю. экспертов? Там было очень много Расскажите. людей, там и от Михалкова Никиты Сергеевича, там и от Сельянова, еще и фонд кино, и Малышев, Евгиковский, очень много людей. Вот. Но я видел только Олю Борисовну, которая сидела на первом ряду, я разговаривал с ней. Вот. И фильм снят при поддержке Министерства культуры России. Фильм как дебютный полнометражный фильм. Конечно, это немного денег для кино, вот, но все-таки их поддержка Министерства культуры России очень большую роль сыграла для меня лично, потому что это доверие, как бы то ни было. И поэтому сейчас наша задача, после того, как мы уже сняли, слава богу, мы сдали фильм в Госфильмофонд России. Фильм является культурным достоянием Российской Федерации. Вот, мы закрыли наш госконтракт с Министерством культуры России, мы все обязательства перед ним выполнили, что немаловажно, потому что многие дебютанты вылетают как бы и по срокам, и по исполнению. Вот, и сейчас мы отправились на фестивали, там, в Азию, в Пусан, там еще. Но я считаю, не знаю, может быть, кто-то считает по-другому, я считаю, что наше российское кино должно и в Штатах, и в Европе смотреть, и пусть смотрят, и завидуют. Вот так, такое мое мнение. Поэтому, Такой у меня вопрос немножко Да. крамольный, может Да, быть. да. Минкульт правки вносил в картину? Ну, естественно, конечно. хоть Какого, правки Кажется, всё- какого да. характера это были правки? Чисто такие технические, которые, как бы, я же только первые шаги делаю, да, в кино, грубо говоря. Поэтому чисто технические правки такие были, но они никогда не вмешиваются в творческий процесс. То есть по содержанию не кромсали ничего? Нет, по содержанию ничего такого не было, Мгм. но они подсказывали, как бы они говорят, Амур, слушай, это твой сценарий, делай, что хочешь. Как бы. Вот, ну, мы считаем, что вот так вот, имей в Мгм. виду. То есть, да, не было такого, чтобы Минкульт мне говорил, убери это там, или... Они же читают этот сценарий перед тем, как они утверждают. Ну, одно дело прочитать, другое Да, дело да, уже увидеть да. результат. Да, Это ну, же- не знаю, директор департамента кинематографии Дмитрий Анатольевич Давиденко хвалит этот фильм. Вот. Сотрудники Минкульта, которые его видели, они его хвалят. Для дебютного кино это вообще как бы космос, для меня лично. Вот. Поэтому я считаю, что мы свою работу выполнили. Конечно, можно было его растянуть, можно было сделать больше, длиннее. Час Некоторые- 11, да, картина? Сейчас час 12, час 12. 11, да, где-то вот так. Вместе с титрами там час 13. Прям даже время Да. точное. Да, конечно, ты выяснила. когда в Госфильмофонд сдаешь, что там по-любому Все уже четко, да. Каждая Александр секунда. очень сильно подготовился. Вот, и фильм, если принят в Госфильмофонд, то, слава богу, все хорошо. Когда выйдет в прокат, не знаю, я еще даже не подавался на прокат. Ну, будем ждать. Я, Да, например, я очень тоже, жду я премьеры, мне тоже хочется посмотрела посмотреть. с удовольствием. Спасибо. А я, знаешь, хотела бы спросить тебя о твоей первой дебютной работе, Мгм. которая тоже получила огромное количество позитивных откликов, наград и так далее. Да? Да. Потому что вообще дебютная работа, Мгм. удачная дебютная работа, это такой очень, я бы сказала, счастливый прецедент. От этого зависит, как сложится твоя карьера в кино в дальнейшем. Наверное, Но есть да. огромное Есть синдром количество... второго альбома еще. Да, но есть огромное количество классиков, которых первая работа была неудачной, да. Вот если вот практически, что нужно для того, чтобы все-таки дебютная работа стала удачной? Есть какие-то, вот, не знаю, правила, Не знаю, у меня нет- Лайфхаки. Да. лайфхаки, да, для наших будущих И Шиллер- режиссеров? Шиллер говорил, что талант – это мысль плюс страсть. Я мало верю в какой-то огромный талант, который вдруг не спослан кому-то, и он вдруг как-то работает. Я считаю, что, и с мужской точки зрения считаю, что если ты пашешь, если ты работаешь, да, если ты ответственен за то, что ты делаешь, наверное, у тебя должно получиться. Во всяком случае, что получится, шансов больше, если ты будешь пахать и верить в то, что ты делаешь. Вот. И это в ГИКовская дипломная работа.
Я поступил в ВГИК в 35 лет. Я пришел учиться в 35 лет, потому что мне кажется, что учиться это никогда не поздно. Здесь Владимир Ильич был прав. Вообще. Учиться, еще раз учиться, это нужно всегда. Я пришел в ВГИК и после своей долгой музыкальной деятельности, как бы я народный артист и так далее, отыграл кучу концертов по всей стране. Вот. И после этого, когда я немножко понял, что уже музыка, уже мне немножко уже все, что я хотел, я сделал в музыке. И, естественно, как мы говорили до эфира, эволюция человека – это кино. Я пошел, сдал документы в ВГИК и поступил в ВГИК. И начал учиться в ВГИКе на кафедре кинорежиссуры и кинодраматургии. Вот. И первая работа, которая называется «Сайтис энд Зоули», короткометражная, она была моя дипломная ВГИКовская работа. Я показал своим мастерам, показал Михаилу Леонидовичу Аграновичу, завкафедры по операторскому мастерству. Он говорит: Амур, никто такое кино в ГИКе не снимает, дипломное. Ну, как бы стараются, потому что денег нету, и поэтому стараются, как бы, ну, снять что-нибудь из Чехова, там, в одной комнатке, где человек в шале падает на кровать, да, и все. Вот, а здесь пушки, конницы, горы. Не, ну там самое главное содержание все-таки в этом да, фильме. Да, Сама да. история. Понятно, что там технически это, потому что он сделан абсолютно на коленке. Вот, и я после того, как начал обращаться ко многим меценатам, которые я знал по роду своей музыкальной деятельности, конечно, никто так посмотрели на меня: какое кино, где ты, где кино. Вот, и поэтому я собрал свою команду первым делом и снял трейлер несуществующего фильма. Я сначала снял трейлер, фильма, которого еще нет, запустил этот трейлер, а потом как бы объявил сбор, и таким образом абсолютно на народные деньги люди скидывались там. Доходило даже до того, что дети разбивали свои копилки и прислали нам деньги, фотографировали это. Весь народ Ингушетии участвовал в этом кино. Кто чем мог, кто доски приносил, кто коней привел, там, кто старую черкеску, кто старый кувшин. И мы поехали в горную Ингушетию, и около разрушенной башни выпилили окна в каком-то сарае, сняли там как бы натурную часть. А потом здесь в Москве, опять же, с помощью наших друзей построили в павильоне, полностью воссоздали быт горской хижины конца 19 века и сняли все там. Вот. И у нас, кстати, есть грамота от Академии наук России о полном историческом соответствии происходящего там, потому что я очень скрупулезно подхожу в эти моменты. Там, где каждый шильдик у военного, какие роды войск там, что за погоны, какие папахи там. Вот эти терские казаки соединения вот здесь стояло. Значит, они за столько времени могли прийти сюда, как бы здесь проводится. Еще там важно, да, в какие годы, да, какая какие сложность, годы, какая где пушка, носили да. погоны, где да, не носили где не носили погоны, где да, кокарда, что у где еще офицера, что-то. какой кантик был у Шинели, да, здесь еще заслуга нашего художника по костюмам Фатима Хамхолю большая, она работает в Большом театре, кстати. Вот, и мне кажется, это кино благодаря упорству случилось. И люди, которые со мной работали как и на коротком метре, и на полнометражном, я вам скажу, они вообще к Ингушетии никакого отношения не имеют, и к Кавказу вообще, в принципе. Ну как удалось такую команду сплотить, Ну, собрать, найти, что самое главное? Опять же, Лаур, как мы говорили с тобой до эфира, если ты будешь лениво сидеть и покрикивать: дайте ему чаек, я сегодня подумаю, как мне нужно выставить кадры, ничего тебе не. Если ты идешь вперед, если ты паровоз, если ты отвечаешь за людей, если ты отвечаешь за свое дело, люди верят в тебя, и они видят, что ты готов идти до конца, ты не умеешь отступать, да, тогда у тебя что-то получится. Без разницы, о чем, что ты делаешь. Это как в той притче, когда кто-то подошел на стройку, говорит: что ты делаешь? Он говорит: камни таскаю. Он подошел ко второму: а ты что делаешь? Он говорит: храм строит. Да? Если ты людей говоришь о том, что ты что-то строишь, что-то большое, если ты этим заряжаешь, то тогда люди начинают с тобой вклиниваться. Ну, это надо быть лидером. Ну, Получается, что ты лидер, который я не знаю. умеешь... С Божьей помощью, с помощью Всевышнего все получается. Я надеюсь только на Него. Вот, поэтому и люди пошли за мной только благодаря тому, что я сам верил в это, что мне самому было это интересно. Вот, и уже когда видят, что начинает получаться, они видят, что весь народ приезжает, поддерживает тебя. Вот, правда, кто-то коня продал, который на первой смене у нас был. Сказали, что он в кино участвует, значит, продать можно подороже, нам пришлось его перекрашивать пульверизатором. Ну, в общем, историй там было много. Это все-таки ж Кавказ. Письмо также снимали практически? Ну, да, в письме тоже, говорю, очень многие люди шли на большие скидки для меня, которые работают в кино. В кино большие ставки, ты же знаешь об этом. Вы знаете, в кино большие ставки, и кино дорогая вещь. Но очень многие люди шли мне на уступки. Многие, которые со мной работали на первой картине, пришли. Мой оператор-постановщик, как бы, Александр Родин, замечательно талантливый парень, который с Авгиком со мной, мы вместе с ним идем. Он вообще там подписался там, да, за какие-то копейки. Да и многие работали за копейки. Даже именитые актеры, вам хочу сказать, которых ставка намного больше, чем я им заплатил. Потому что денег мне постоянно не хватало. Вот, и они прочитали сценарий, там народные артисты России, которые у меня снимаются.
завкафедры актерского мастерства Щукинского театрального института, опять же, там, Андрей Смоляков и разные, шли на большие уступки по отношению ко мне. Поэтому это кино действительно российское, потому что его нельзя назвать каким-то там региональным. Ну, это тот случай, когда можно сказать, что действительно вроде может быть много денег, ты можешь самых крутых актеров пригласить, а фильма не получится нету. хорошего, Нету, конечно. да. Такое тоже А тут бывает. все-таки, то есть ты хочешь сказать, что все-таки нет невозможного даже для самых амбициозных целей. Ну, конечно, невозможного нету. Ну, опять же, все в руках Всевышнего. Если бы не суждено было, если не было бы на то Божьей воли, естественно, бы этого не получилось. Еще очень большую роль играет то, что, например, вот я могу сказать за себя, за ингушей. У ингушей не было большого полнометражного настоящего кино. То есть вообще за всю историю За всю историю республики. на эту тему снял только наш один ингушский кинорежиссер Сулумбек Мамилов, который снял фильм по роману Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Вот, и он был снят в 89-м или 90-м году, 90-м году, по-моему. Но он был снят на мощностях Горьковской киностудии, там, это большой концерн советская. И тема была так немножко, как бы все равно не до конца раскрыта, по моему мнению. Вот. А у ингушей, как у народа, это на федеральном уровне, это первый большой полнометражный фильм. И для них это большое событие. И то, что люди тебя поддерживают, вот сейчас открываешь интернет, все наши соцсети забиты просто, забиты пожеланиями, забиты. Вся республика в наших афишах. Вот я сейчас прилетал домой, в каждом кафе, в каждом ресторане, любой творческий или пассионарный человек, который что-то делает, у которого есть какой-то маленький частный бизнес, который не просто дома сидит, да, который чем-то занимается, он обязательно участвует, хочет быть участником этого кино. Это стало как бы быть модным, что ты к этому причастен, к этому проекту. И везде наши постеры висят. Ты едешь по республике, и каждый, желаю, как бы, считает своим долгом у себя это или дома, или в кафе, или в ресторане, или в парикмахерской, или в салоне красоты, или еще где-нибудь там, или в музее, где он работает, повесить наш постер вот этого фильма «Письмо». И народная поддержка большую роль здесь играет, естественно. Это самое главное. Да. А как иностранцы воспринимают? Вы сказали, что вы сейчас на Востоке гастролируете, можно так сказать. Я был в Алмате на кинофоруме Центральной Азии, кинорынок, он был организован нашими российскими киношниками, как бы то ни было. Вот, и я познакомился там и с турецкими прокатчиками, и с китайскими. Я показал им трейлеры, ему это стало очень интересно. Мы с ними обменялись контактами, в общем, они ждут, они готовы. Я надеюсь, я вообще думаю, что так как Россия, наша страна, она как бы и в Европе, и в Азии, да, нам надо очень большое внимание обращать на Азию. Это очень большой рынок, и кинорынок имеется в виду. И Китай, и Центральная Азия, в общем, разные. Все мусульманские страны, Иран, Сирия, Турция, Ливия и так далее, это большой пласт. Вот, поэтому нам нужно смотреть туда, я думаю, сейчас в первую очередь. В Европу я послал, и в США свой фильм, чисто потроллить их, на самом деле. Вот, там я понимаю, что есть некая предвзятость к российской культуре, это понятно все, да. Но я считаю, что они должны видеть то, что мы умеем делать, кино, и мы работаем над этим. В общем, вот так вот. А сейчас вот жду переговоров с Турцией. В Турции очень много в диаспоре еще со времен переселения при Шамиле. И чеченцев, То есть им это тоже близко. И ингушей, да, и черкесов очень много, которые там живут, вообще кавказских народов. В Турции большие анклавы, которые еще во времена царской России туда переселились. И Иордании очень большая диаспора растет, да. Да и вообще, как бы то ни было, эта советская машина, она перемолола десятки народов, десятки национальностей. И поэтому мы здесь не одиноки, грубо говоря. Вот. Как-то так. А вот скажи, чтобы, ну, я так для наших зрителей, слушателей, как считаешь, что все-таки является важным для того, чтобы фильм стал, ну, великим? Вот основа Не великого популярным, фильма. а великим. Да, вот даже величие в чем? Ты знаешь, я очень Может осторожно быть. отношусь к этим словам, великий или... Я не знаю. Ну, типа культовым, да, ты имеешь в виду, Да, да, типа вот да. этим, да. Ну, Вот Хичкок, например, говорил, что это сценарий, еще раз сценарий. Вот как Мгм. считаешь ты? масса стечения обстоятельств, твое личное упорство, твое личное понимание того, что ты делаешь, и твоя вера в то, что ты делаешь. Кино – это вещь мистическая. Как бы ты ни крути, кино – вещь мистическая. И я частенько понимаю, что я сам повторяю судьбу этого письма. И как
ту тему, которую ты берешь, ты за нее ответственен, да, ни у кого не получилось, по моему мнению, снять «Мастера и Маргариту», я так считаю. Да, Да, и сложный. поставить ее тоже, да, поэтому, потому что в нем имеется заряд ее автора в этом произведении, его некая душа, его некая карма и ментальность, которая несет вместе с этим и проблемы, и счастье, да. Поэтому, относясь к кино как к какой-то мистической вещи, та суть, которая в нее заложена, та идеология, которая в это кино заложена, оно или притягивает или хорошее, или плохое, или позволяет ему стать великим, или уйти в мусорку. Такое мое мнение. Ну, как же кинематографическая смелость, когда ты за рамки выходишь. Это такое растяжимое понятие. У кого-то одно понимание смелости. Да, тоже Возьмем верно, фон Триера, согласна. да, и возьмем наши какие-нибудь советские времена, когда ты там что-то показываешь вне цензуры, пытаешься, по крайней мере, как-то обойти. Между мужеством и бессовестностью надо выбирать, поэтому опустить себя можно ниже и плинтуса, да, и сказать, что это очень круто и смело. И я не сторонник этих экспериментов, хотя и образование мне и помогает понять, что такое абстракционизм, да, я люблю конкретные вещи. Я люблю конкретные вещи, конкретные правильные истины. Да? Вот для меня это понятно. Я не люблю, когда с экрана у нас есть некий такой пласт авторов, который вызывает омерзение. Мне это чуждо. Я считаю, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. И должна быть любовь к своей родине. И ты должен быть мужчиной, и любить женщину, и защищать свою семью и родину. Такие простые, как бы, да, может быть, несколько местечковые, может быть, несколько непопулярные истины. Для меня вот это главное в кино, в музыке, в жизни. Поэтому я считаю, что это надо пропагандировать. Ну вот какие фильмы для вас великие? Вот те, которые на все времена. Вот прямо надо смотреть. Из советских, из России? Вообще все равно. Вот по всему миру. Пускай советское кино, американское кино, итальянское. Лично вам вот Разное. что Ну, ближе? Виктория Сика, наверное, «Похититель велосипеда». Мне очень нравится кино. Весь Скорсезе, величайший, да. «Что делать мертвецу в Денвере, если об Америке», да. Из российских Шахназаров. Кстати, у меня есть письмо Шахназарова, где он сказал, что я снял очень хорошее кино. Вот, он смотрел его. Вот «Зимний вечер в Гаграх» мой любимейший фильм советский. Вот вообще Шахназаров весь мне очень нравится. Никита Сергеевич Ранний, бесспорно величайший мастер, да. Вот. Мне очень нравится российское кино, потому что я как бы человек советской эпохи, выросший, родившийся в Советском Союзе. И вот этот фильмы, которые шли в 14:00, после того, как вернешься из школы, когда ты включишь второй канал, вот они в моей душе. Вот, поэтому мне они нравятся. А так, из американских, я уже сказал, Скорсезе, Коппола, только «Крестный отец», естественно. Вот, и я больше могу сказать про литературу. Мне не очень нравится кино. Как-то не странно. Да. Я могу больше про литературу сказать. Мне нравится латиноамериканская литература. Вот, поэтому. А в кино есть, конечно, какие-то вещи. Великие ли они? Есть вещи, которые... Я считаю, что литература великая может быть, а кино, ну, не знаю. То есть следующий фильм по латиноамериканскому произведению. Да, Пабло Неруда какой-нибудь, не знаю, экранизация его. Наверное. Не, но если говорить о современном российском кино, чего не хватает, на твой взгляд? А я не знаю, мне соединение сейчас работает, что как я тебе могу ответить? Честно, да? Нет, вы говорили про кинематографическую смелость, да? Вот мне безумно понравился фильм Сарика Андреасяна «Евгений Онегин», да? Я не Что смотрел. это вот кинематографическая смелость, потому что это второй фильм по Пушкину про Онегина, да, в мировой истории. Поэтому ну там и картинка, и выверенные сцены, шикарно. Вот вообще прям вот за последние 10 лет это, пожалуй, вот самый такой мой любимый фильм. Мне надо посмотреть, спасибо за наводку. Я, честно говоря, последние 3 года живу в 72-м году. Я даже вот иногда вот так долго работал над этим фильмом, над сценарием, настолько проникался, я слушал эту музыку, я думал их категориями, я читал их книги, и я пытался понять психологию этих людей, потому что все-таки я моложе. Вот, и я вышел на улицу, посмотрел, как люди одеты, вышел на Патрик, вижу, какие девочки ходят, интересно одеты. Особенно на Все совсем не так, как в 70-х годах. Да, поэтому я мало следил за тем, что сейчас происходит в кино, честно скажу. Мне надо восполнить этот пробел. Вот, поэтому не смотрел, не знаю, что сейчас в современном российском кино происходит. Я был погружен в свою работу. Вообще, я не очень сторонник того, что у тебя должна быть начитанность, но насмотренность, по моему личному мнению, может быть, я и не прав, она немножко мешает тебе, как художнику, как кинохудожнику. Ты начинаешь мыслить штампами, грубо говоря. Ничего нету круче, если ты встал на рассвете и посмотрел в окно, где дождь лежит на листьях. Лучше это насмотренностью, которую тебе дал Бог уже
тебе точно никто не покажет, да. Ты только, когда ты в киноязыке, ты только можешь отголосок, некий блеклый отпечаток этой великолепной реальности, этой великолепной картины передать. Поэтому считывать чужие слайды, как бы, мне не очень интересно. Вот литература, которая рождает образы некие, да, вот она для меня очень важна. Вот. А насмотренность, я к ней отношусь настороженно немножко. Что если это круто снято, ты все-таки, как бы ты ни хотел, ты повторишь. Да? А я очень этого боюсь. Сценарий сколько писали, кстати говоря? Насколько было... До последних лопушки. Да? Да. А когда вот все-таки решили, все, пора закрывать, пора снимать по этому сценарию, вот когда происходит этот момент, что все, доработано, можно отдавать в производство? В процессе производства я менял сценарий. Это понятно. Да. Но вот тот первый шаг, когда тот первый, позволяет... когда я сдал, да, имеется в виду, когда я сдал. Во-первых, уже сроки поджимали, питчинга имеется в виду. У меня не было варианта, так бы я сидел, фантазировал еще очень долго. Поэтому я параллельно еще читал и образовывался. Я очень много читал и читаю, продолжаю читать книг по кинодраматургии, по киносценарному искусству. Вот, поэтому для меня в процессе того написания сценария я еще изучал вообще структуру, вспоминал свои студенческие годы еще из «Щуки», грубо говоря, структуру повествования, о том, как интересно эту историю рассказать. И где-то после того, как одно дело, когда ты это интуитивно написал, вот тебе прикольно кажется, что это очень весело и прикольно, потом ты понимаешь, что структурировано это неправильно, это не будет работать, и ты уже начинаешь подгонять его под некие технические рамки, да, под правильные идеологии, выстроенные там мастерами киносценарными. Вот, и в какой-то момент ты уже понимаешь, что фантазировать можно с ума сойти, фантазировать. Вот этот процесс может быть бесконечным, Здесь несколько надо лет. здесь надо иметь мужество остановиться, это 100%. Я себе это мужество нашел, я понял, что можно зайти вообще очень далеко. Так ты такой умный, что тебя никто не поймет, как бы это не работает в кино, да, все равно надо оставлять шанс людям. А По-любому. вот у меня такой вопрос, да, вот как сказал один режиссер, что когда он снимал вот свой полный метр, главная ошибка, которую он допустил, это что во время съемочного процесса нужно было большими кусками монтировать, чтобы задавать ход дальнейшим съемкам. Вот какие у тебя, возможно, были ошибки, которые ты уже не допустишь? Я понял, что слишком большая скрупулезность тоже не очень хорошо. То есть вот мы с оператором выстраиваем кадр, да, я работаю с актерами, он работает со светом, мы с ним консультируемся по поводу беса, и пока мы не добьемся, мы можем, не знаю, 26 дублей снять, пока мы с ним не добьемся того, чего мы хотим. Вот. Возможно, это неправильно. Возможно, это неправильно, потому что я понимаю, что есть некие упущения, потому что даже то, что было заложено в плане нашей раскадровки, мы не успели снять. Где-то мы крупняк не успели снять, где-то детальку, там какое-то уже время, все, солнце ушло, там и так далее, и так далее. Вот такая, наверное, моя ошибка. Сейчас бы я, наверное, если бы я снял бы несколько дублей, я понимал, что все-таки надо учиться больше монтажно мыслить, понимать, что это может перекрыться, пересобраться, с другой точки взять и так далее, и так далее. В этом моя ошибка. Но это просто опыт, еще раз повторяю. Возможно, меньше дублей бы я снимал. А возможно и нет, а я не знаю. А монтировал ты? Нет, это мой монтажер Ярослав Якин, наш, который над первой картиной работал, он монтировал. Вот. Но я изначально знал, как у меня будет. Во-первых, я музыкант в прошлом. Я понимаю, что такое темп и ритм. Я чувствую темп и ритм, даже когда камера включена и выключена, имеется в виду. Поэтому я знаю, как должно происходить. Я заранее знаю, что у меня вот в этом ритме вот так вот это повествование, в этом ритме вот так вот. Если когда люди разговаривают, я понимаю ритмику их, от ритма очень много зависит, от темпа ритма их, как они выстраивают диалог. Здесь мне помогла моя внутренняя интуиция, чтобы не растерять, не расползтись там, вот, не увлечься там красиво летящими птичками или хорошо идущей рекой, там, знаешь, это очень важно. Считать и темп. И темп самого повествования, и темп внутри сцены, темп внутри кадра, и темп уже сам фильм, к чему он должен прийти. Если есть начало, должен быть и конец. Финал мы вообще придумали в самом конце, исходя из событий, которые окружали это кино. А его очень много непростых событий окружает до сих пор. И финал, исходя из этого, был придуман, например. Ну, видите, поймете. Ну, я надеюсь, что мы увидим. Да, дай бог, конечно. Что ты нас пригласишь. Да. Наверное, количество дублей бы я сократил сейчас, скорее всего. Больше бы успел. Что я понимаю, что я многое не успел. Можно по-другому. Но опять же, опыт.
Теперь знаю. Амор, Да. сценаристом рождаются или становятся? Образование важно или начитанность? Что первое, второе, третье, как расставите? Важна школа жизни. Важно, через что ты прошел в своей жизни, по моему мнению. К сожалению, людям такого масштаба, которые сидят у себя в кабинете где-нибудь в Лондоне и пишут о джунглях, о Бомбее, когда они там в жизни не были, да, люди такого масштаба очень редки, чтобы настолько иметь развитое воображение, да. Вот, да и морфий дорогой. И я говорю о том, что сценарист, по моему мнению, еще раз говорю, я отвечаю только за себя, он должен все-таки ножками многое пройти и понять. Если ты знаешь людей, если ты кое-что видел в жизни, если ты прошел и от самых низов до самого верха, и обратно, и обратно, и обратно, эти многочисленные качели, тебя сталкивают с разными людьми. Что сценарий — это все равно психологизм отношений. Никому не интересна история, если в нем двигаются пустые куклы, которые не имеют ни души, однообразные, плоские, черно-белые персонажи. Человек все-таки хочет видеть себя, да, как социальное животное, он хочет видеть себя, он должен предугадывать поступки своего персонажа, он должен понимать, что он сейчас сделает, и кайфовать от того, что он их предугадал. Знаете, какой я молодец, я так и знал, что так и произойдет, и только я знал, что так оно и произойдет. И ты должен давать эту возможность, давать эту печеньку своему персонажу, своему зрителю, человеку, который должен ее угадывать. Вот. Без спойлеров. Вот в чем заключается мастерство сценариста. Я не считаю себя каким-то большим мастером, я только учусь, но, по моему мнению, опыт и школа жизни. Вот работает ли в этой профессии пресловутая формула 10 тысяч часов, после которых ты становишься уже хорошим таким качественным профессионалом в любой сфере? Наверное. Я не знаю, я не считал часы, сколько я писал. Но если так навскидку, вот, допустим, девочка, мальчик, начинающий, не очень талантливый, нет у него ни жизненного пути, нету хорошего образования. Но вот, бывают такие ребята, слабые или середнячки. Можно ли выработать за это время какой-то вот подход к созданию качественного сценария? Знаете, Александр, для меня вообще поразительно, что некоторые ролики в Ютубе набирают сотни миллионов просмотров. Я не могу найти ему этого объяснения. Но еще раз говорю, отпустить себя можно вообще до свинячьего визга, чтобы это было интересно. Да? Твое целеполагание, в чем была твоя цель? В чем была твоя идеология? Для чего ты это делаешь? Для чего ты пишешь этот сценарий? Для чего ты снимаешь этот ролик, без разницы? Вайб поймать или что? Или чтобы что-то себе объяснить, или притянуть, встряхнуть человека. Я и в музыке всегда такого добивался. Я не очень люблю музыку, которая никогда не играл в кабаках, которая гладит, которая как бы фоновая. Да? Музыка должна залезть в тебя, чтобы ты растормошил человека. Если проникла в душу, да, чтобы да? она проникла в тебя, да. А не где-то там фоном что-то звучит, пока я жую. Да? То же самое и с кино, по моему мнению. Оно должно залезть в тебе в душу. Ты должен докричаться до человека. Хотя бы один человек. И вот мы сейчас показывали в Алмате закрытый показ. И люди выходят со слезами. Какая-то бабушка подходит, обнимает меня, она плачет. Для меня это откровение. Вот, круто, значит, для этого я это делал. Там, да? А как 15-летняя девочка может написать такую историю, я не знаю. Наверное, может. Да? Но это опять же Божье провидение. Но здесь есть такая вещь. Нужность и популярность, как бы, да, вот эти две вещи, наверное, надо разделить, скорее всего, в моем понимании. Популярно может быть все, что угодно. Голый по Кутузовскому пробеги, все будет хорошо. Не факт, кстати, сейчас, Да, вот сейчас уже, видео, да. миллион, Да, вряд ли сейчас- чем удивишь. Вот, да, поэтому не очень верю, что, хотя я в 14 лет поступил в институт в театральный, и меня учили Василий Лановой, Владимир Абрамович Этуш, Михаил Державин, там, такие Достойные Глыбы мастеры, да, просто, такие да, глыбы, да. Для меня, для 14-летнего пацана, который пришел в этот институт, это была вообще огромная психологическая школа. Но я был слаб в плане опыта. Даже когда я выходил на сцену, я понимал, на 4 курсе со мной учились Леша Кравченко, там, Гриша Сейтвинда и так далее, да, такие. Маша Голубкина, они все. Вот, и я смотрел на них, а это взрослые ребята уже, им по 25 лет уже, там, в то время почти, да, по 27, а мне 14, разлет вот такой, да. И со мной мои однокурсники, которые, я понимал, что как бы между нами пропасть, грубо говоря, да, по возрасту. И я начал еще сильнее учиться, я начал еще больше читать. Я не спал, я выходил, открывал Данте Алигьери из метро, и только когда около Щуки на Арбате прям закрывал ее. Я от книг не отходил прямо, имеется в виду. И ты должен образовываться,
ты должен постоянно Постоянно, образовываться. Да, конечно. конечно, должен образовываться, должен быть впереди на шаг. Тогда, да, из тебя что-то получится, мое мнение. А то, что я в 14 лет вдруг на меня зашла какая-то звезда, я вдруг сыграл Хоакина Муарету, нет, это не работает. По моему мнению. Перед Этушем был какой-то трепет особый, потому что многие актеры, которые с ним работали и учились, и работали, рассказывали в интервью, что это просто человек, перед которым ты теряешься абсолютно, вне зависимости от того, какой ты профессионал. Ну, То есть у него такая у меня волна, с Владимиром характер Абрамовичем такой. Этушем меня связывают какие-то личные очень добрые отношения. Во-первых, Владимир Абрамович Этуш всех своих студентов знает по имени. Знал. Ого. Да. Ну, наверное, мне так посчастливилось, что меня он знал хорошо. Вот. И, во-первых, я самый молодой студент Щукинского театрального института за всю историю существования. Я туда в 14 лет поступил. И последнее собеседование было у Этуша. И я пошел к нему в кабинет. Вот. Насчет трепета я сразу скажу, меня так воспитали, что я ни перед кем трепет не испытываю, только перед Всевышним. Вот. Кто бы он ни был. Он живой человек. У меня есть уважение к человеку. Я уважаю человека за его поступки, за его жизненные позиции. А какого-то трепета перед своей папой, мамой только я испытывал в своей жизни. Вот. Это насчет трепета. Уважение, да, он вызывает бесспорно, конечно. Вот. И он мне, я к нему зашел, 14-летний пацан, и он мне говорит, ну, я тебе один вопрос задам. Если ты на него правильно ответишь, ты будешь учиться в этом институте. А я готов, я прочитал Достоевского, я заряжен, я готов к любому подвоху. Вот. Он, наверное, думает, ну, приехал мальчик из Ингушетии, только что. Он, наверное, ну, что он видел. И он мне говорит, я тебе один вопрос задам, кто управляет нашей страной? Я Владимир Абрамович, я говорю, не знаю, кто управляет, но президент Ельцин. Он говорит, ну, ты принят. А вот так я попал в институт к нему. Да, и он колоссальный, конечно, человек. Это... Он не раз вытаскивал меня из милиции, когда в то время кавказцев частенько забирали в милицию, когда у них не было регистрации. Владимир Абрамович за мной приезжал. Ого. Да, и об этом даже статья есть в «Огоньке», где-то вы можете проверить. Вот, и мы с ним встретились уже, когда я уже стал заниматься музыкой. Вот здесь, на Поклонной горе, был концерт, посвященный там Дню Победы. А я написал одну песню для одной девочки, она должна была там выступать. И заходит Владимир Абрамович Этуш с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Вот, и они вдвоем и садятся впереди. Я подхожу к нему. Здравствуй, Владимир Абрамович. Он говорит, Амур, привет, привет, ну как твои дела? Я говорю, вот так вот сейчас я написал песню. Это чтобы характер его понять. Я говорю, написал песню, сейчас девочка одна будет выступать, послушать. Он говорит, ушел в низкий жанр. Я говорю, да, Владимир Абрамович. И он так Кобзона локтем, он говорит, это мой боевой товарищ. Вот. Этуш всегда разговаривает с людьми наравне. Даже я, пацан 14-летний, он разговаривал со мной наравне. И со взрослым, и с маленьким. Это и у нас в ингушском менталитете есть. Мы разговариваем с людьми наравне, кто бы он ни был. Да? И с ребенком, и со взрослым, и с высоким начальником, и с простым дворником. Ты должен разговаривать наравне. Вот. Не превышая и не принижая свою честь и свою гордость, имеется в виду. Поэтому это уже был такой человек. И для меня он, конечно... Я с ним разговариваю как с обычным ингушским, как бы, взрослым стариком, поэтому мы с ним нашли общий язык, грубо говоря. И это большая потеря для Щукинского института, что нет Владимира Абрамовича Этуша. Это все равно душа, да и многие. И Василий Лановой, и Удержаем, и Ширвин. Да. Это, конечно, это бесподобные люди, у которых мне посчастливилось учиться, опять же говоря. Вот. А если бы я в 14 лет, если бы тогда были телефоны и интернет, вряд ли бы я снял сейчас такое кино. Вот мы так много говорим о кино, а музыка это вообще отдельная жизнь, да, и мы так мало о ней поговорили. Скажи, все-таки в душе ты больше режиссер или композитор, или это неразрывное что-то? Я понял, что в какой-то момент, когда я был в Чечено-Ингушетии в то время, да, что единственный путь это гитара. Поэтому я вообще с 8 класса только с гитарой приходил в школу, имеется в виду. Я с ней вырос в руках. В музыкальную школу я никакую не ходил. Я на улице учился играть. Вот, поэтому и группу я свою назвал «Лицо кавказской национальности», она называется ЛКН. Вот. А назвать группу «Лицо кавказской национальности» в 2000 году это действительно вызов. А еще потом, чтобы это название на русском радио прозвучало, это вообще как бы нонсенс. Вот. И я считаю, что рок-н-ролл это всегда должен быть настоящим рок-н-роллом, а не только соответствующей гармонией в аккордах. Музыка мое все, моя жизнь. Я и сейчас музыку это с моим аранжировщиком моих рук делаю и в первом кино, и во втором. Вот как раз хотела спросить Да, о музыкальном сопровождении да, письма. мы вместе делаем музыку.
я всегда стремился, я всегда думал, что я буду играть на гитаре и никогда в жизни не работать, да, поэтому я Так хотел можно играть на гитаре, не работать. вот. Естественный путь был, да. И у меня немножко такая уличная история с этой музыкой. Я вырос на улице с гитарой, поэтому уже когда я играл с такими мастодонтами, как Дима Четвергов на одной сцене, да, или Игорь Джавадзаде, который у нас был, который барабанщик, который работал с Натилусом, со студией там, и так далее, и так далее. Мы вместе играли в одной команде. Мне посчастливилось их собрать в нашу команду. И когда они говорили своим каким-то там супер крутым музыкальным языком, я говорю, просто покажите, я сыграю. Вот, поэтому, вот. Опять же, твоя душа к этому как рвется, да, и опыт. Ну да, Музыка самое главное, что есть до сих пор. да, проникает в душу Да, людей. 100%. Но у нас вот, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Я больше говорил, чем вы, простите, пожалуйста. Так и должно Это же быть, так и интервью. должно быть, конечно. Твои пожелания нашим зрителям и слушателям. Большое, во-первых, спасибо вам, Александр, и вам, Нуру, то, что вы меня пригласили. Вы прекраснейшие, умные девушки. И очень рад, наконец-таки, лично познакомиться еще раз. Спасибо. Увидеться, поговорить. Вот. Я желаю вам вообще очень крутых эфиров, крутых гостей. Спасибо. Я желаю вам, чтобы у нас было все хорошо. И всегда вам друг, помощник. Вот. И надеюсь, что мы встретимся на премьере нашего кино. Я Мы не хочу- тоже я надеемся. не хочу в октябре, я хочу в художественном. Это моя мечта, и как бы, да. Вот, художественную, как бы, щука, все дела. Поэтому в ГИК. Поэтому я надеюсь, что мы встретимся на премьере. И желаю, чтобы у вас было все хорошо и побольше эфиров. И Спасибо. больше зрителей. А всем нашим Спасибо. зрителям желаю удачи. И победа будет за нами, в общем. Конечно. Слава Да. Богу. Амур, ну я желаю вам, чтобы у вас было побольше настоящих и добрых фильмов, которые Спасибо. проникали бы в душу зрителя. Ну и в целом всему нашему кинематографу. И главное, с этой своей позиции не уходить. Дай Бог. Спасибо. Ну, Спасибо. всё. Удачи вам. До До свидания. скорых встреч в До эфире. свидания. Спасибо. До свидания.